Закончив школу, мы выбираем, на кого пойти учиться, какую профессию и специальность выбрать. У каждого из нас разные вкусы и мнения, и мы выбираем тот путь, который нам нужен. Сегодняшняя наша передача будет о Канарском филиале финансового университета при правительстве Российской Федерации. История филиала началась с 1931 года. Первый выпуск специалистов в 1934 году составил около 101 человека. Первым директором был Тельцов. В последующие годы техникум руководили Закатов, Лебедев и Липатов. Основу современной материально-технической базы филиала заложил работавший директором с 1964 по 1996 года Николай Журавлев. При Николае Васильевиче Журавлеве были построены учебный корпус и общежитие на 360 мест. Преподаватели получали благоустроенные квартиры. Совершенствовалась организация учебного процесса. С 1996 года и по настоящее время филиал возглавляет Олег Александрович Дегтяренко, который продолжил традиции предшествующих руководителей по развитию учебного заведения. В далеком 1931 году на Чувашской земле был образован Канарский финансовый техникум. Это одно из старейших заведений Чувашии. И наркомат финансов РСФСР, планируя выпуск финансистов на Средней Волге, обратил внимание на узловой центр Чувашии, город Канаш, и постановлением своим здесь организовал финансовый техникум. В 1993 году мы были преобразованы в Канарский финансово-экономический колледж. В 2005 году колледж был присоединен к Академии бюджета и казначейства Министерства финансов России. А в 2011 году сама Академия была переименована в Государственный университет Министерства финансов России. В 2013 году опять произошла реорганизация, и мы были присоединены к финансовому университету при правительстве Российской Федерации. Вот так за 90 почти лет мы прошли путь от техникума до филиала довольно престижного финансового университета, которому в этом году исполнилось 100 лет. За годы функционирования филиала подготовлено более 20 тысяч специалистов. Следует отметить, что наш филиал готовит специалистов не только для Чувашии, а для Марийской республики, Нижегородской области, Республики Мордовия, Татарстан и других регионов, которые входят в Центральный федеральный округ. Мы имеем лицензию на образовательную деятельность по специальности среднего профессионального образования, по следующим специальностям. Это экономика, бухгалтерский учет по отраслям, страховое дело, финансы и банковское дело. Кроме этого, у нас реализуется программа дополнительного профессионального образования. 26 аудиторий, кабинетов, 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека с читальным залом на 32 посадочных места, 4 лаборатории по ПВМ, оснащенные современной компьютерной техникой. Имеем единую локальную вычислительную сеть. В нашем процессе активно используется глобальная сеть интернета. Тоже могу сказать и про общежитие. У нас дети обеспечены 100% общежитием и в учебном корпусе, и в общежитии у нас работает система Wi-Fi. Ключевые показатели филиала у нас следующие. Фактически численность работников 50 человек, из них преподавателей 24 человека. Все преподаватели имеют квалификационные категории. Численность студентов на сегодняшний день составляет 396 человек. Контрольный цифр-прием за счет средств федерального бюджета мы выполняем на 100%. Выпуск в 2019 году составил 149 человек. Брак текущий выпуск у нас отсутствует. Мы проводим целенаправленную работу по обеспечению соответствия квалификации преподавателей требованиям приказа Министерства труда и социальной защиты России от 8 сентября 2015 года за номером 608-Н. Общее количество студентов филиала, которые участвуют в научной работе, это 119 человек. В научной работе финансового университета у нас работает 36 студентов. Количество деловых партнеров, с которыми заключено соглашение об организации практики, составляет 185 организаций. Заключены 10 договоров с базовыми школами. На сегодняшний день основными нашими целями являются подготовка к проведению государственной аккредитации, учебно-методическое обеспечение учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ подготовки специалистов среднего звена. Это внедрение новых форм методов обучения, обеспечение проведения промежуточной и итоговой аттестации, выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности. Ну и в заключение хотелось бы сказать, что в 2021 году мы, повторюсь еще раз, будем отмечать свое 90-летие. Всех выпускников мы приглашаем на это большое
на этот большой праздник. Спасибо. Почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской республики» присвоено преподавателям Саидше Мухамедшину и Василию Григорьеву. Почетное звание «Заслуженный работник образования Чувашской республики» Ивану Николаеву. Награждены знаком «Отличник финансовой работы» Нина Байдемирова, Леонид Иванов, Людмила Петрова, Александр Пикалов, Тамара Столбова, Татьяна Суханова. Колледж и по сей день сохраняет свои традиции. Здесь трудятся и трудились династии работников и преподавателей. И сейчас мы пообщаемся с представителем династии Пикаловых Александром Владиславовичем Пикаловым. Работаю в колледже с 1975 года, то есть следующий год будет 45 лет. В колледже я с 1975 года. И в это здание как раз переселялись мы 45 лет назад. Старые здания колледжа, вот это у нас новое здание, а старое здание, вон было деревянное, я еще его застал, двухэтажное здание. Вот второй этаж, вот актовый зал. Вот еще одна фотография актового зала. Вот такие на машинке были, на которых работали наши студенты. Вот состав. Вот немногие, может быть, знают, что в 40-е, 50-е годы придавалось очень большое значение финансам. И для финансистов была введена специальная форма. Вот если вы здесь посмотрите фотографии директора, завуча, преподавателей, увидите, что у них есть петлицы, как у железнодорожников. Вы же делали железные дороги, да? Они и сейчас ходят в форме. А тогда у нас преподаватели, некоторые тоже, не все, у кого были соответствующие звания, они ходили в форме. Директора, с Журавлевым Николаем Васильевичем мне тоже довелось поработать. И стенд ветеранов, а преподаватели были очень и очень хорошие. Ну и видите, здесь у нас Пикалов ВД, он заслуженный учитель Чувашской республики. Впрочем, как и Журавлев Николай Васильевич, Абу Виталий Степанович. Отец у меня как участник войны на стенде. Кстати, о выпускниках, о наших. У нас одно из немногих учебных заведений, которое может гордиться героем Советского Союза и героем социалистического труда. И Жутов Николай Степанович, и Лукин Сергей Лукич. Это мы ими, конечно же, гордимся. Ну и вот интересный момент, я, посмотрел, оказывается, не все студенты, да может и вы тоже не знаете, как выглядит на подпись главы нашего государства, президента Владимира Владимировича Путина. Вот Путин, Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, прислал поздравления отцу. Вот подпись. Далее Медведев Дмитрий Анатольевич, когда был президентом, тоже высылал вот такие поздравления. Мы думаем, что место им в музее, конечно же, достойно. За долгое время существования колледжа подготовлено более 20 тысяч специалистов среднего звена. И по праву колледж гордится своими выпускниками. И сейчас мы пообщаемся с студенткой 3-го курса. Привет, представься, как тебя зовут и какую должность ты занимаешь? Меня зовут Рахимова Анора, я студентка 3-го курса, занимаю должность заместителя председателя студенческого совета и староста своей группы. А какую функцию и деятельность ты выполняешь и чем занимаешься в качестве старосты и в качестве заместителя? Как староста я отвечаю за свою группу, я слежу за их дисциплиной, за посещаемостью, за успеваемостью группы, отстаиваю интересы своих одногруппников. А как заместитель председателя студенческого совета я стараюсь проводить работу внеклассно в нашем колледже, реализовывать какие-то проекты на базе, на уровне нашего колледжа. И эта работа, эта должность мне очень нравится. Колледж значительно поменялся и реализовался. Для получения хороших знаний имеются современные классы, также кабинеты, аудитории, спортзал, библиотека и музей. Студенты выпускают стенгазеты, создают свои организации, помогают в различных мероприятиях и просто познают настоящую студенческую жизнь. Привет, представься, как тебя зовут? Привет, меня зовут Александра, я студентка 2-го курса Канарского филиала Финуниверситета.
Я знаю, что у вас есть своя организация. Это студенческий совет. И расскажи, пожалуйста, чем ты там занимаешься и какую должность занимаешь? Да, в нашем колледже есть такая организация, как студенческий совет. Мы занимаемся организацией мероприятий, то есть помогаем преподавателям их организовывать. На данный момент у нас в студсовете 43 человека, это достаточно много, и всего 6 секторов, такие как культ массовый, спортивный, информационный, мультимедийный, художественный, волонтерский, конечно же. Самый такой большой – это культ массовый. Вот именно они занимаются подготовкой к мероприятиям, именно они у нас заводят всякие шутки. Именно благодаря им у нас в колледже и весело. Спортивный сектор помогает нам организовывать спортивные мероприятия. Волонтеры помогают, участвуют в акциях на уровне города. Наш информационный сектор нас оповещает, весь колледж. То есть у нас ВКонтакте, как и в Инстаграме, есть группы, и информационный сектор занимается его организацией. А ты на 2-м курсе, и можешь рассказать об учебе? Трудно ли и какие вы изучаете предметы? Когда я поступала к нам в колледж, думала, что тут вообще будет ужасно тяжело, трудно, и я вообще с этим не справлюсь. Но когда я уже начала адаптироваться, я поняла, что это интересно, то есть что это мне нравится, и я просто не хочу отсюда уходить. Я готова просто оставаться в колледже, учиться, заниматься всем, что мне дадут. Поэтому я считаю, что если человеку интересно, то это не будет трудно, так как это все зависит от самого человека. Мы изучаем такие предметы, которые у нас будут по профессии. То есть, например, у меня специальность экономика и бухгалтерский учет. И нашим основным предметом является основа бухгалтерского учета. И именно по нему наши преподаватели заставляют нас усердно учиться. Но также мне нравятся и другие предметы, например, финансы, экономическая теория, математика и много-много других. Замечательное время в истории колледжа – это празднование юбилеев техникума колледжа и филиала финуниверситета. Первый юбилей отмечался на 50-летие техникума в 1981 году в лучшем здании города – Дворце культуры. Были приглашены знаменитые выпускники, герой социалистического труда Сергей Лукин, кандидат экономических наук Анатолий Шепелев и другие. В учебном заведении уделяется большое внимание здоровому образу жизни, развитию спорта. Преподаватели Александра Пикалова и Сергея Батуева приглашали на 22-е зимние Олимпийские игры. Проходили теплые и дружеские беседы земляков. Преподаватели получили возможность пообщаться со спортсменами-олимпийцами и членами иностранных делегаций. Вы ездили в город Сочи на Олимпийские игры. Это очень интересно и захватывающе. Что вы можете рассказать об этой поездке? Впечатления незабываемые. Одно слово. Мы попали в Олимпийскую деревню. Сначала были на экскурсии в Олимпийском парке, а потом наш земляк, доктор педагогических наук Игорь Борисович Казиков, вот он здесь на фотографии у нас, а вот это наш бывший преподаватель Батуев Сергей Иванович. Он с ним одноклассник. А тот был в те годы заместитель председателя Олимпийского комитета России. И он нам организовал экскурсию в Олимпийскую деревню. То есть, вот бейджик – это в парк, там, в транспорт и так далее. А вот этот особый только Олимпик Вилледж, то есть Олимпийскую деревню. И мы там посмотрели. И наших хоккеистов, когда они уезжали после проигрыша, и, места, где жили наши руководители, спортсмены и так далее. Вот, по Олимпийской деревне ходил автобус, прокатились на нем, на автобусе. Народа там, естественно, мало, не как в Олимпийском, в парке. Вот, и сфотографировались после вручения подарков. А Игорь Борисович каждому нам вот такую олимпийскую сувенирную медаль подарил. Ну и видите, вот здесь подарки от Олимпийского комитета России. Значок олимпийский, блокнот, очки олимпийские. Вот я сейчас показать тоже могу. Вот. В таких подобных очках выступали наши лыжники и биатлонисты. А сейчас езжу я иногда
на лыжах. Надо отметить, что в колледже у нас большое внимание уделяется здоровому образу жизни и среди студентов, и преподавателей. Лично я вот езжу на лыжах, как я уже отметил, но и регулярно посещаю бассейн. Вот. Ну, еще, видите, это уже такая сувенирная продукция. И еще надо отметить, когда я ездил на столетие финуниверситета, то посчастливилось еще раз увидеться с Игорем Борисовичем. Он сейчас заместитель генерального директора спорткомплекса «Лужники». И организовал экскурсию, на которой изнутри, была возможность ознакомиться с этим уникальным спортивным комплексом. Это тоже непередаваемое ощущение. Мы поднялись и в VIP-ложу, показали, и раздевалку наших спортсменов. Вот, показывают там кресло, где был Дзюба. Вот, а здесь был Лунев сидел, а вот здесь Черчесов. Я даже встал на место Черчесова, почувствовал на себя главным тренером таким вот интересным. А на Олимпийских играх мы сходили на хоккей и еще были на горнолыжных соревнованиях. Поднялись вверх, и после этого у меня опять родились стихи. В «Роза хутор», поднявшись могуче, понял: я не скачусь, не дурак. Это круче, значительно круче, чем за парком Канашский овраг. Что и было отражено в стихотворении, на которое опубликовано было у нас в газете «Канаш». Самый знаменательный момент последних лет – это присоединение колледжа к финансовому университету при правительстве Российской Федерации. На новый, более высокий уровень поднялась учебная и методическая работа, прохождение практики, воспитательная работа. ВУЗ входит в 20-ку лучших вузов страны. Надолго останется в памяти и торжественное мероприятие в Государственном Кремлевском дворце. Наверное, самое важное событие колледжа – это присоединение к финансовому университету при правительстве Российской Федерации. Да, конечно. Это очень значимое событие, это новый уровень отношений, это новый уровень повышения квалификации, это новый уровень образования. Приходилось бывать в финуниверситете, посчастливилось общаться с ректором Михаилом Абдурахмановичем Эскиндаровым. Очень интересный, доступный, прогрессивный человек. И, естественно, незабываемое событие – это столетие финансового университета. Следует отметить, что столетие финансового университета было показано по Первому каналу Центрального телевидения в апреле месяце. И в конце все ректорат, сотрудники, присутствующие в Кремле, в едином порыве встали, ректор вышел, ректорат на сцену и исполнили на песню «Жила бы страна родная и нету других забот». Непередаваемое ощущение единения, единства сотрудников, студентов. Вот. Мы выпустили стенд. Весь год этот у нас был под знаком столетия финуниверситета. Ректору вручен был орден за заслуги перед Отечеством 3-й степени. Вот это мы отразили в газете, написали, поздравили. Вот такая высокая оценка финансового университета в целом, и в частности, конечно, Канашского филиала. Вот. И здесь есть гимн. Далее, я хочу остановиться, сказать, можно? Я так немножко сам пройду. Я тоже сочинил стихотворение, и выдержки из этого стихотворения России. Вот я здесь написал: в 20-ку лучших вузов, ведь недаром наш вуз заслуженно вошел. Ведь во главе, когда наш ректор Эскиндаров, уверены, все будет хорошо. 20-ка не предел, в 10-ку без оглядки. Добьемся этого мы творческим трудом. Так попадай наш вуз всегда в 10-ку. И в переносном смысле, и в прямом. Все вузы выпускниками сильны. С напором энергии танка у нас 7 министров финансов страны и 3 председателя банка. И окончили вот таким четверостишем. Столетие проходит, столетие грядет, но мы не подводим итоги. Ведь главное двигаться только вперед по долгой и трудной дороге. Издается журнал «Финансист». Нас позвали на открытую лекцию министра
финансов первого зама председателя правительства Антона Германовича Силуанова, а потом опубликовали в журнале «Финансист». И вот здесь я сам удивился, оказался ваш покорный слуга. Вот. И наша преподаватель Озерова Ирина Игоревна. Так что мы попадаем иногда в журнал, в прессу, да. Вот здесь дальше у нас, видите, значит, колледж отмечал юбилеи, 65 лет, 50, 70 и так далее, и так далее. Один момент хочу еще отметить. Вы знаете нашего известного земляка Садальского Станислава Юрьевича. Недавно в газете опубликовали 40 лет выхода фильма на Канаш. Может быть, даже не все знают, но отец Юрий Александрович работал у нас преподавателем физвоспитания. Вот есть такой альбомчик старый, урок ведет преподаватель физвоспитания товарищ Садальский Ю.А. Вот. И мы в детстве со Стасиком общались, играли. Он был на год меня старше, его отец и мой отец работали вместе. Ну и потом, когда он заезжал в Канаш, вот, в частности, вручали ему звание на почетного за гражданина города. Вот. Мы общались интересно и тесно. И я в Москве у него тоже на спектакле бывал. Вот. Вот такой вот интересный факт из истории нашего колледжа, филиала. Расскажите немного о себе. Как вы стали заведующей отделением? Заведующей отделением я стала не сразу. Моя карьера в колледже началась еще в студенческие годы. Тогда, когда я закончила школу, передо мной стоял выбор, куда мне поступить. И я сразу решила, что буду поступать именно в Канашский финансово-экономический колледж. Студенческие годы были очень интересные, веселые. Я сразу же вступила в состав студенческого совета. А трудно ли быть заведующей отделения? Совмещая работу с учебой, я успешно закончила институт и получила высшее образование. Тогда мне предложили должность преподавателя. Я, конечно же, с радостью согласилась, ведь мне очень нравится работать с молодежью. Но преподавателем я проработала 1 год. И тут новое назначение, еще более ответственная должность – заведующей отделением. В 25 лет занимать такую должность – это очень большая ответственность. Были свои переживания, тревоги, но только поддержка руководства и нашего замечательного коллектива позволила мне от этих переживаний избавиться. Конечно, в нашем колледже очень много примеров преподавателей, которые продолжили свою работу именно после окончания колледжа. Например, в нашем колледже сейчас на сегодняшний момент 24 преподавателя, из которых 15 преподавателей тоже когда-то закончили наш замечательный колледж. Студенты и преподаватели колледжа активно ведут общественную деятельность, участвуют в различных конкурсах и мероприятиях, становятся победителями и призерами. И сейчас мы пообщаемся с преподавателем колледжа Татьяной Вячеславовной Константиновой. Как вы решили стать преподавателем? После окончания университета мне предложили работу в Канашском филиале финуниверситета. И, конечно же, я дала положительный ответ, и я не пожалела, что я пришла сюда работать. А расскажите о том, как сначала вы начинали работать. Трудно ли было, страшно ли было приходить в группу, когда вы никого не знали? И расскажите о своих впечатлениях. Как сейчас помню, это было 1 сентября. У меня была банковская группа. Это были студенты после 11 класса, 2 курс. Я пришла к ним с дисциплиной по банковскому делу. Конечно, было волнительно. Но когда я увидела интерес у студентов, то поняла, что занятие прошло замечательно. Ваш дедушка работал в колледже, и скоро будет работать мама, и вы тоже преподаете. Расскажите, пожалуйста, возможно, это какие-то семейные традиции, что и родители преподавали, и их дети тоже? Это семейные традиции. У истоков педагогической деятельности стоит мой дедушка Николаев Иван Николаевич. Он практически всю свою жизнь посвятил преподаванию. Не только преподаванию, он был и председателем профсоюза работников. И, конечно, студенты его до сих пор помнят, когда им говорят о том, что я его внучка.
Его до сих пор любят. Он преподавал такие дисциплины, как мировая экономика, как политэкономия, как экономическая теория и другие дисциплины. Он всегда с интересом отзывался о своей профессии, и я думаю, он хотел, чтобы я стала преподавателем. А также и моя мама будет преподавать в следующем семестре у студентов по специальности банковское дело. Поэтому можно сказать, что профессия преподаватель у нас идет из поколения в поколение. Вот передача «Канаша крупицы», ЖД и КСТ, приют, ЭВК-госпиталь, истории и лица, а зрители знакомых узнают. Тандем, ведущая и оператор, частицы каждой выявляют суть. И передача здесь как навигатор. Ведь у любой частицы яркий путь. Ну а пока, хоть выпусков немного, но думаю, не зря стихи я написал. У передачи вижу длинная дорога, приведшая пока в наш филиал. Ну и окончить нашу передачу хочется вот таким четверостишием. Это уже о нашем колледже. Я думаю, и зритель согласится по колледжу, прошествовав сейчас, что КФЭК, быть может, даже не крупица, а Канаша – существенная часть. Канарский финансово-экономический колледж – это часть города, крупица его культурного и образовательного развития. Это теплое и светлое место, где вас гостеприимно встретят. Это колледж с богатой историей и знаменательными моментами. Поэтому задумайтесь, кем бы вы хотели стать. Если финансистом или бухгалтером, то вам в Канарский филиал финансового университета при правительстве Российской Федерации. А с вами была я, Екатерина Мельникова, и передача «Крупицы Канаша».